ведь со своей высоты. Посмотри, что сделал своим подставлением щеки. Ты медлишь с ответом, но нет времени ждать. Если я в мире гость, то и хозяин не ты. Слово «стрим» доселе мне было незнакомо из-за отсталости моих познаний о современных технологиях интернет-общения. Но я быстро сориентировался. Стрим – это когда ты видишь, что делает шаман в то самое время, когда ты смотришь на монитор компьютера. Эти ежедневные стримы приковывали меня к экрану сильнее, чем самые захватывающие фильмы. После выключения картинки я часами сидел и читал 1000 с лишним комментариев под остановившейся трансляцией. В некоторых содержалась столь жесткая критика власти, что я подумал, такой прямой и грубой ругани в адрес президента уже нет ни на одном оппозиционном ресурсе. За одно словечко про сказочного лидера страны блогера теперь отправляют в суд. В Тюмени блогера, критикующего президента, сначала несколько месяцев держали в тюрьме, потом осудили за экстремизм и этапировали в колонию поселения. На сайте «Эхо Москвы» президента продолжают ругать. Всячески и по-всякому. Но эта помойка свободы слова санкционирована Министерством правды и лично президентом. В доме должно быть одно мусорное ведро. А тут стихийно возникла свалка в политическом заповеднике российского режима, контролируемой демократией. Количество подписчиков у Лехи Кочегара стремительно выросло. На моих глазах с 16 до 50 тысяч. Возникали все новые и новые YouTube-каналы, на которых главной темой были новости о шамане. Рождалось явление новой личности в массовое сознание. И эта личность декларировала сумасшедшую по всей смелости цель. Но самое удивительное даже не то, что эту цель декларировал шаман, служитель древних культов, а то, что этот шаман идет по главной автостраде страны, и его может увидеть каждый. Он не за границей, он не в джунглях или не в проходимых горах, он не скрывает лица под маской, да вот он, на 80-м километре. Как это возможно в системе, где каждый информационный винтик уже закручен с нужным усилием и не болтается сам по себе? Это сбой системы, возникновение очага свободы по недосмотру или признак ее неспособности противостоять некоему божественному провидению. В комментариях появились различные оценки и объяснения. Среди них самым распространенным мнением стало такое: это исполнение пророчеств. Каких? Перечисляю. Раньон-эра, 14 век. Религия солнца и огня в 21 веке познает победное шествие. Опору себе она обретет в северной стране Гипербореев, где она будет явлена в совершенно новом качестве. Мишель де Нотр-Дам, 16 век. И будут давать дань уважения религиям далеких от Европы региона и к северу от 48 градусов высоты, которые сперва будут робко трепетать в тщетной робости, затем сотрясут самые западные, южные и восточные. Такая будет их мощь, которая будет достигнута благодаря согласию и неразрывному объединению, завоеванному металлическими пластинами. Под пластинками можно уразуметь железное облачение якутских шаманов, состоящее из пластин и колокольчиков общим весом до 16 килограммов. Феофан Полтавский, 19 век. Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых и весь мир удивит. Того православия, что было в России прежде, уже не будет. Но истинная вера не только возродится, но и восторжествует. Алиса Бейли,
начала 20 века. Из России, символа мирового Арджуны, в очень специфическом смысле придет новая магическая религия. Эдгар Кейси, начало 20 века. Весь мир возлагает надежды на религиозное развитие России. Новое понимание придет к неравнодушным людям. Из России идет надежда мира. Ванга, 20 век. Человечество будет переживать множество катаклизмов и много бурных событий. Будет меняться и сознание людей. Придут тяжелые времена. Люди будут разделены на группы по вере. Придет в мир самое древнее учение. Спрашивают меня, скоро ли придет это время? Нет, не скоро. Еще Сирия не пала. Цитаты взяты из статьи якутской просветительницы Елены Федоровой, опубликованной в научном сборнике «Вера в Тенгри», опубликованном в 2018 году. Комментаторы роликов о шамане приводили их по памяти, нередко чуть искажая и меняя смысл. Начитавшись пророчеств и рассуждений о приходе таинственной расы Белого Братства и прочих секретах просвещенных, я почувствовал, что хочу не в диспутах участвовать, а просто познакомиться и побыть рядом с Александром. Лучше один раз его увидеть, чем 1000 раз читать комментарии о нем. Хорошо бы увидеть, но как? Когда? Римские легионеры шли походным маршем от Тибра до Сены со скоростью 30 км в день. Советские солдаты от Волги до Вислы шли во время наступления по 40 километров, иногда даже по 50. Самым лучшим воинам истории понадобилось бы полгода, чтобы добраться от Читы до Тюмени. Набраться терпения и ждать? Судя по волне интереса к движению шамана, которая покатилась по интернету, она скоро ударит по кремлевским стенам, и брызги долетят до окон в самых высоких кабинетах. Если уж колонны дальнобойщиков, протестующих против введения системы Платон, были остановлены на подступах к столице, если колонна фермеров в Краснодарском крае, замученных судебными решениями золотых судей края, не смогла даже тронуться в путь, то шамана, одиночку, тем более легко и просто убрать с дороги после первого же звонка сверху. Еще месяц, но максимум 2, и он исчезнет с трассы, подсказывали мне личный опыт участия в оппозиционной деятельности и факты логических последствий резкой критики президента для тех, кто выступал публично на площадях или в публикациях соцсетей. Гляжу очередной ролик. Саша приглашает людей неравнодушных присоединиться к нему. Мне бы, говорит, хотя бы человек 12, чтобы шли рядом. Мне показалось, он думал о том же, о чем и я, и понимал, что дальше его на трассе должен оберегать народ. Сидел я на своей даче и все думал. Гражданскую активность я проявил, акцию провел, деньги для Саши собрал. Что я еще должен сделать? Полететь к нему на трассу? Да ну, это пусть делают другие, кто помоложе. Я дачу бросить не могу. Она зарастет чертополохом, это раз. У меня 27 июля юбилей. Супруга уже готовится и ждет, это 2. Мы забронировали с 14 августа номер в санатории «Жемчужина Урала». Это 3. Да у меня и нет денег, чтобы срываться с места и лететь черт знает куда. Кстати, сколько стоят билеты авиа и ЖД? Открыл сайты продажи билетов на внутренние авиарейсы и по железной дороге. Меньше чем за 20 000 рублей до Читы не долететь. А если на поезде 3 суток туда, 3 обратно, сколько останется, если чисто символически поддержать Сашу в течение нескольких дней? До 14 августа успею, но ехать в поезде на боковой верхней полке летом, в разгар сезона, жара, духота, тоска, а других билетов на другие полки в плацкартных вагонах уже не было.
никуда не полечу и не поеду. И не поехал бы, если бы не потерял покой. Днем и ночью голову мою сверлила мысль: есть у тебя возможность увидеть и поддержать Сашу. Ты просто слабак, старый и дряхлый, не мускулатурой слабый. Тут ты силен, качок. Ты слабаком душевным стал. Ослаб твой дух борьбы и сопротивления злу. Ты не с войной простился, ты попрощался с духовной силой борьбы за справедливость. Так стало гнусно у меня на душе, хуже, чем в самом душном и заплеванном вагоне. Иду грядки поливать, держу лейку и думаю: солнце печет, я уеду, кто польет мои огурчики и тыквы? Как супруга будет таскать по 30 ведер из колодца, она ведь пианистка, у нее суставы пальцев и так распухли и болят. Не поеду. На следующее утро думаю: была у тебя возможность поступить, как подобает гражданину, но ты ее профукал. Последнюю возможность поступить достойно. Променял честь на огурцы и тыквы. И не говори себе, что оказаться вновь в консервной банке на высоте 10 тысяч метров тебе страшно. Тебе не страшно. Тебе просто лень терпеть многочасовые процедуры в аэропортах. Они надоели тебе хуже той горькой редьки, которую ты по лености весной не посадил. Короче, терзания мне эти надоели, сел в машину и поехал в кассу. Под утро мне на карточку прислали пенсию, вот я и рванул. Недалеко от моего дома в городе есть агентство. Я покупал там в январе билеты в Ростов, авиакомпания «Азимут». Будь она неладна. «Куда опять? На юг?» – спросила хорошо знакомая мне женщина-кассир. «В Читу». «Давайте посмотрим, что у нас есть». Женщина стала водить мышкой и смотреть на монитор. «Есть рейс через Москву». «Через Москву не надо. Мне показалось абсурдным лететь на восток через столицу, которая в 2000 километрах на запад от Тюмени. Так, вот рейс из Тюмени в Новосибирск, оттуда в Иркутск. Потом можно на поезде в Читу оформлять». Достаточно было ответить «да», и билет был бы у меня в кармане, но я ответил «нет». Что со мной случилось? Самое обычное, что случается с человеком, который не готов к поступку. В последнюю секунду отказался сделать шаг вперед, обделался в штанишки, то есть испугался. Невзгод, мучений, трудностей. Женщине я наврал, что на карточке нет денег. Мол, их не успели мне перевести. «Можно я приду позже?» «Можно. Но на этот рейс остался лишь один билет, последний. Бронировать уже поздно. Или покупаете, или следующий рейс через 2 суток». «Полечу на следующем», — ответил я, опять соврамши, потому что хотел быстрее убраться из агентства, но при этом сохранить приличное лицо. Вышел на улицу. Доехал до своего дома, поднялся на 3-й этаж хрущевки, открыл дверь квартиры, в которой давно не был. Стою, смотрю на коридор, на комнаты. А радости, что я в городской квартире, нет. Тут есть удобство и комфорт. Тут обстановка более благоустроенная, чем на даче. Обычно я приезжал, радовался простым вещам. Коснулся краника, течет горячая вода. И таскать ее в баню не надо, и печку разжигать не нужно. Почувствовал я усталость и опустошенность. Лег на кровать и стал лежать. Просто лежать. Потому что не хотел шевелить ни руками, ни извилинами мозга. Наступил покой, который многие считают счастьем. Ничего и никуда не хочется. Закрыл глаза, лег на спину, руки на груди сложил. В этом положении заснул. В моем возрасте к смерти относишься не как к чему-то трагическому, неожиданному или случайному. Она может прийти через секунду. Ты это знаешь, и этому не будешь удивляться. Пора, значит, пора. Вот так на кровать ляжешь, заснешь и не проснешься.
Ты, сволочь, ты чего из себя тут корчишь мертвого? Вставай, скотина! Услышал я громкий голос, от которого проснулся. Открываю глаза. Кто кричит? Вокруг никого. Со стен на меня смотрят молчаливые иконы. Чей это был голос? Мой? В голове? Во лбу? Блин, взглянул еще раз на иконы. Вскакиваю, говорю им. Я понял. Но почему так грубо? Ноги в ботинке, распахиваю дверь. Быстрее, гад, командую сам себе. Бегом! И бегу в авиакассу. Если билет еще не продан, это моя судьба. Я ей не буду больше сопротивляться. Деньги пришли. Женщина не удивилась, что я запыхался и не стала дожидаться моего ответа, а сразу же уткнулась в монитор. Так, что у нас с тем билетом? Есть. Стукну по кнопке, чтобы никто из других касс не успел вас опередить. Все, вам повезло. Потом она мне объясняла, какой будет маршрут, где пересадка, за сколько часов я должен появиться в аэропорту Рощино. Слушал я внимательно, но понимал совсем другое. Завтра в Тюмени меня уже не будет. Как все путешественники, я мысленно преодолел время и пространство раньше, чем тронулся в поход. И даже раньше, чем купил билет, наверное, тогда, когда услышал грубый окрик, от которого проснулся. Мой маршрут был мне определен без участия моего сознания. Оно всегда вредит, когда в душе рождается решение. Я не принадлежу к виду людей разумных, я из прямоходящих. Вид архаичный, более чем на 1 000 000 лет древнее неандертальцев. Считалось, что Homo прямоходящий давно вымер. Мозг у него был намного меньше, чем у Homo sapiens, но первые зачатки человеческого поведения родились именно в их маленьких мозгах вместе с любопытством и стремлением увидеть, что там, за горизонтом. Они не вымерли. Я, например, живой, и в моих генах не менее 5% генов вида человека, отличного от приматов, значительнее, чем различаются внутри вида гамадрилы от мартышек. Перед вылетом прямоходящий звуками стыдливого мычания вместо разумных слов объяснил супруге, что по-другому поступить не может, но исчезает ненадолго, быстренько сгоняет за далекий холм, разведает, кто там обитает, и через 2 руки пальцев по количеству восходов солнца вернется с бусами в подарок и мешком орехов, пощелкать на радостях от встречи. На орехи я обратил особое внимание. Орехи – это символ, понятный только для моей супруги. Когда мы купили дачу, верхушка молодого кедра, что рос рядом с домиком, была не выше уровня конька крыши. А теперь этот кедр – могучее дерево. Оно самое высокое в округе. В середину августа с его вершины на крышу дома с громким стуком начинают падать шишки. Из леса на стук прибегает белка, чтобы попробовать новый урожай на вкус. Мелькнет рыжий хвост на конце длинной хвойной лапы. И тут же по капоту моего автомобиля, будто бейсбольной битой, бум! Надкушенная шишка упала. Машина же припаркована под кедром, как и весь домик. Получастка сейчас запаркована под огромным красивым деревом. У других автомобилистов капот блестит от полироля. У меня он отсвечивает каплями кедровой живицы, следами шишкопада. В августе по вечерам, взяв пример с белки, мы тоже начинаем ореховую трапезу. Я вытаскиваю орешки из-под липких и пахучих створок, слегка надламываю нежную скорлупку, супруга вынимает ядра, чистый изумруд, вернее жемчуг. С ковра иголок вокруг дома мы собираем мешок шишек, который хватит на 100 ожерелий. Хочется, ешь горстями, хочешь, по одной жемчужине вкуса и здоровья. Сидим за столиком, пальцы в смоле, щелкаем. Это ежегодный ритуал. Вернусь и снова будем сидеть рядом, вкушая, что нам послали с неба кедр и белка. Дорогая,
Мы обязательно исполним ритуал благодарения. Не расстраивайся, что юбилейный свадебный вечер мы проведем не вместе. Время и пространство нас не способны разлучить. Вот это хочу сказать супруге в миг расставания, но вместо обнадеживающей, приятной слуху фразы мычу в смущении что-то не совсем понятное. Я же прямоходящий. Ходить с прямой спиной умею, объяснить, зачем хожу и для чего не могу. Так надо. Нашел я в своем разуме всего 2 слова для супруги. А на скале своей страницы в ущелье коллективного спасения от хищников и змей я вывел красной охрой следующие знаки. 23 июля. Улетаю к шаману Александру Габышеву. Завтра должен быть в Иркутске. Затем 18 часов на поезде в сторону Читы. Деньги, что поступили за последние дни, 900 рублей, надеюсь передать ему лично. Почему собрался в дорогу? Знаете, я написал несколько повестей, но среди них есть повесть «Мужской процесс» и повесть «Чернец». Так вот, эти повести не закончились там, где я поставил когда-то точку в тексте. Прошло много лет, а все так же надо делать выбор, как поступить. Все так же приходится сомневаться до последней секунды, а потом довериться голосу души, который беззвучно, настойчиво шепчет: «Встань и иди». Не предавать, не лгать, не унижаться. Это эпиграф повести «Мужской процесс». Как тяжело следовать этим жизненным принципам, которые когда-то в детстве четко сформулировал и сказал мне школьный учитель истории, командир партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны. Тяжело. Но когда сможешь преодолеть сопротивление телесной лени и страха сознания, на душе становится легко, даже если еще и первого шага ногой не сделал. Душа наша летит быстрее тела. Когда доберусь, стану представителем той части тюменцев, которые поддерживают движение Саши Шамана. Хочется быть послом доброй воли, как говорили в советские времена. Доброй воли, свободы и добра. С собой не беру ни фотоаппарата, ни смартфона, которого у меня нет, ни ноута, там есть кому снимать. Беру только мобильник и карту Сбербанка, номер которой вы знаете. Этот номер теперь становится запасным для шамана. Это как бы номер нашей тюменской региональной поддержки. Мы же лучший город на земле, у нас все особенное. Ладно, если что-то хотите передать Александру Габышеву, можете передать сейчас и здесь. Я, как доберусь, расскажу, процитирую Жене Ворону и Саше Шаману ваши слова. Скоро наступит тот момент, когда на лавке в своей кухне присяду на дорожку, потом все выключу, котомку на плечи и в путь.